Сегодняшний ролик я хотел бы посвятить настоящему сыну Чечни, настоящему герою чеченскому Юсупу Темирханову. А, Кто его не знает, кратко расскажу историю. Была чеченско-российская война. Во время этой войны российский военный, генерал Буданов, его была фамилия, зверски убил. Там было и насилие, и измывательство. Молодую чеченскую девушку по имени Эльза. За это он был осужден, ему дали всего лишь 10 лет. После 6 лет он условно-досрочно вышел из заключения. Вообще по чеченским, да и вообще по кавказским законам, так как была война и враг напал на эту страну, за Эльзу, за эту девушку, как за свою родную сестренку, обязан был отомстить каждый чеченец. Но именно эту обязанность взял на себя один человек. Его звали Юсуп Темирханов. Он дождался, когда этот военный вышел из заключения и прямо посреди Москвы, в центре города, застрелил его. После этого его самого осудили, и он умер, уже находясь за решеткой. Спустя несколько, больше 10 лет он был за решеткой, и там же и он скончался. На его похороны собрался чуть ли не весь Кавказ, там десятки, даже можно, наверное, сказать, сотни тысяч человек приехали его на похороны. Люди по достоинству оценили его поступок. Многие люди, и мы, например, много кто в Казахстане о нем слышал, и лично я, если за себя конкретно отвечать, я считаю его настоящим героем, настоящим нохчи. Есть даже понятие конах, по-моему, в Чечне. Я считаю, он именно этого звания достоин. Чеченцам, настоящим чеченцам, которые чтят его память, я хочу сказать, что действительно много было героев у вас, и сейчас, наверное, есть очень много смелых людей. Мы в Казахстане, находясь, чтим его память, помним о нем, о настоящем герое Юсупе Темирханове. И в честь него я хотел бы написанные собой стихи вам сейчас прочесть. Извиняюсь, конечно, что они на русском языке. Чтобы всем было понятно, я вот эти стихи сейчас озвучу. Шла война, и люди погибали. Кто-то защищался, кто-то нападал. Шла война, солдаты убивали. Кто-то был героем, кто-то предавал. За родину, за веру, за свободу небольшой, но гордый твой народ в темноте искал свою дорогу, как горной речки путник ищет брод. Шла война, и кровь лилась в горах, но землю и аул свой защищая, законы чести соблюдал в войнах, невинной кровью свой кинжал не обогряя. Цветочек, не успевший распуститься, растоптан был армейским сапогом. Убийцы кровь должна была пролиться, пусть даже не сразу, пусть потом. Чеченцы подвиг твой не забывают, проститься тысячи и тысячи пришли с тобой, и каждый как молитву повторяет: блаженен будь в раю, Юсуп, брат мой. Ассаламу алейкум всем.